Акбар эң IQ-су күчтүү мушкер. Мне не нужно тебе доказывать, что я тебя сильнее. Вот это и есть сила. UFC кыргыздарды чыгаруу кызыктар эмес. Неге? UFC это бизнес, и людям нужно продавать трансляции. Мы страны, как сказать, второго, третьего мира. Неге мушкерлер интеллигенттердин же мына бир бай бийлөрдүн арасында чыкпайт деле дейт да, кыйын жашоону көргөндөр чыгат дейт. Поваром был, на заводе работал, курьером работал, много профессий, на складе работал. Я себя не мог найти. Хабиб, Ислам Махачевтер менен спарринг өтөп келдиңиз. Хабиб приходит в зал, прям аура чувствуется, что очень нужно прям пахать сильно. А когда Хабиба нет, чуть-чуть расслаблено. Ну, когда ты сам себе задаешь вопрос, для чего ты занимаешься этим делом, ради своего эго или там признания людей, или дозволенность Всевышнего, сами ответы выходят, для чего ты этим занимаешься, быть для людей полезным, дегендечи, вот. Саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн адаттагыдай кызыктуу маек болот. Анткени биздин коногубуз да кызыктуу киши. Ушу ММА деп коебузбу? ММА жаатында өзүнүн карьерасын алып жүргөн, канча деген 13 бойдун 13 өстүң досрочный победасы менен бүткөн, Кыргызстандын мындай айтканда азыр эң мыкты алдыдагы мушкерлер, Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү популяр болуп келип аткан Акбар Абдуллаев. Кош келдиңиз. Анан Оштук акам. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Ушундай подкастка чакырып, интервьюга колдогон үчүн спасибо. Өзү биз кантип сүйлөшөлү? Ака деле сүйлөшөлү, как обычно жашоодо эле же мындай серьезно болуп коелу? Жашоодо эле сүйлөшө берели. Андай отношение болсо, чтобы полностью элге жакшы көрүнүш, кандай болушун, мышлением кандай. Өзү мен сиз менен биринчи жолу таанышканда, вот биздин чогуу тааныштарыбыз бар, чогуу байкелердин баары жакын. Алар дайыма айтат да, ушул Акбар эң IQ-су күчтүү мушкер депчи. Мушташканда дагы көп нерселер бат ойлонуп коет. Сиз өзүңүздү кандай сезесиз мындай? Ошолор мактаганына? Конечно, досторум мактайт да, ошончун дос. Я не считаю, что самый грамотный или больше всех IQ. Просто, как сказать, я был слабым, и мне нужно было всегда выживать. И за счет этого Всевышний дал мне талант. Ар бир адам киши талант менен төрөлөт да. И вот мне вот повезло, что ловкий, быстрый, талант берилип калыптыр да. Эмнеге слабый дедиңиз? Слабый дегенде мен 9 класс бүтүп атканда дагы среди всех одноклассников, среди других классов самый маленький был ростом, весом, и среди даже девушек самый маленький был. Вот физкультура турганда да кыздардан да эң кичинекей болчумун да. Анан ошого менде баягындай буллингке постоянно борьба была, что постоять за себя, за кого-то и всегда инстинкт выживания. На этот баягы чоң узун балага алмага жетиш жеңил да. А мне надо было карабкаться, чтобы залезть, взять это яблоко дегендечи. Мне приходилось по жизни вот так карабкаться. И студент убагында да ошо эң кичинекей болчумун. Маршруткалар чыкканда дагы водительдер школьникмин десем карап туруп, эч уверенный болчу да, школьник экенинчи. Сомнение жок болчу. Өзү негизи азыр Акбар байкебизди мындай камерада карап көрсөңүздөр, наоборот көрүнөт да. Мен Акбар байкем байкесиндей көрүнөм да. Тескери көчөдө дагы сизди көптөр мындай воспринимать этпейт, мындай кулактарыңызды көрбөйүш, капюшон кийип алсаңыз. Если шапка кийип алсам же мындай эч ким ойлойт, боец, я спортсмен депчи. И еще түзүлүшүм деле кийим кийип алсам вообще эч ким ойлойт да, что спортто жүрөт бул бала депчи. Кубиктериңиз жашылган дегенде кийимдин ичинде. Вообще мышцаларымда кийимде онча байкалбайт да. Вот у меня как раз вот были комплексы в школе. Я вот психологические комплексы, вот эти постоянные, то, что борьба была, ну... Өзүңүздүн ичиңизде Да, это вот комплексы с родственниками, с родителями. А с ними почему? Ну, они всегда говорят, өспөй атасың, что-то спортко барбай эле коет окшойсуң, боюң өспөй атат, неге биздин семьябыз баарыбыз нормально болот, сеники неге өспөй калды деп кыжаатчылык боло берет эле да. А үйүңүздө барбы бой узун? Ну, өзүм эмес, инелерим узун менен караганда. Анан атам деле нормальный рост, но у меня слишком маленький был рост. Я же говорю, среди студентов, ну, когда студентом был, когда в школе учился, у меня всегда маленький рост был. И весом тоже маленький. Вот, допустим, в первом курсе, после 9 класса я ушел в колледж, там в первом курсе я весил 48 килограмм. Биринчи курста да, биринчи студентом был, вот так, 48 килограмм был. И недостаток веса всегда был у меня. Бирок ошол учурда деле уже спортко кызык баштагансыз да. Вот я первую Россию по кикбоксингу 48 килограмм выиграл. 46 килограмм. Ошол вес болгондо. Да, среди юниоров.
Вот. И Это одна из самых маленьких весовых практически была. Вот. үйдөгүлөр өзү негизи барбы бою кичинекей же эң кичүүсүн мектепте да мына буллингке кылып бир нерсе шылыңдап эле Да, уруп салып. постоянно. И вот приходилось постоянно бороться за это, чтобы показать себя, чтобы защитить себя дегендечи. Показать дегенди мушташчыңызбы? Ну, приходилось постоять за себя. Еще помимо этого у тебя есть друзья, родственники, хотя они тебя больше, но все равно ты своим характером показывал другим, что нельзя нас обижать или трогать. Я старался вот бороться, бить, драться. Получалось? Всегда получалось. Мага ошо биз общий таанышып экөөбүз айткан, негизи бир учурда еще сизде травма болуп калган экен ошо спортту мындай жыйыштырып кетип калды депчи. Анткени неге бул мага аябай жакын тийди, анткени мен жаштык өспүрүм кезимде дайыма футбол менен алектенчүмүн да. Анан травма алып грыжа болгом. Грыжадан кийин эмеге ата энем менен киребиз да, жанагы доктургачы, доктурга кирсек айтат, сен футболду ташта, же инвалид болуп каласың деди да. Это вот самая большая ложь, мне кажется, врачей и, как сказать, частных клиник. Когда я тоже на обследование ходил, у меня тоже проблемы с грыжей было как раз. Канча жашыңыз болуп калды ошондо? Нет, мне 22-21. Менде кезинде Да, возраст был такой, то, что только рассвет сил. Я работал на заводе, и, оказывается, вот эти нагрузки постоянные, режима нету, то, что... И вот эти неправильные... То, что на работе ты поднимал тяжелое, железо неправильно, у меня грыжа, и я как помню, 7-8 или вот столько, миллиметров была грыжа. 7-8, баевали чего? Да, я не мог встать, у меня спазм, у меня нерв защемило, я даже помню, что в туалет не мог самостоятельно подняться. Настолько я прощемило, я все просто лежал, и как инвалид, можно сказать. Ходил к врачам, у меня дискомфорт постоянно напряжение, и я к частным сначала сходил, и они мне там говорят, тебе нужно завязывать со спортом, тебе нужно лечить, операцию надо делать будет. Ты к нам сейчас походи, 10 раз где-то нужно тебе... Это полгода займет где-то у тебя, и там уже посмотрим, как... Надо так ушундай айткан, да? Да, это у всех так. И затем я, честно говоря, у меня вот депрессия была. Я прям ушел, хотя всю жизнь занимаюсь спортом с детства, мечта есть, там, стать лучшим, и тут тебе говорят, что, типа, спортом нельзя заниматься. Вот это большая дилемма была. И в итоге начал изучать, что такое грыжа, из-за чего она происходит. И как я уже изучил, узнал, искал в интернете информацию, начал заниматься собой, и результат показал хороший результат, то, что я спустя 3 месяца я нормально мог ходить. Без напряжения. Өзүңүз аяктап баштадыңызбы? Да, сам начал заниматься собой, искал в интернете все способы, что делать. Я не хотел операцию, можно было операцию сделать, но я слышал, что если сделаешь операцию, то можешь калекой остаться, потому что да, если неправильно сделать, могут задеть нерв твой, или там еще страшнее, какой-то инвалидом всю жизнь можешь остаться. Стараться нужно грыжа, если стараться без операции. Вот. Мен ойлогом, өзү грыжасы чын эле ошол доктурлар мага айтканда мен таштагам да. Ошондон кийин. Нет, это вот многих вообще профессиональных спортсменов много эта травма вот останавливает. Много кто не смог свой потенциал свой показать, это вот из травм. Я вот нельзя слушать одного человека, нужно к разным специалистам ходить. Не только одного человека слушать, нужно 3-4 специалистов послушать, и от этого уже делать выводы, и уже, кстати, какие-то принимать решения. Өзү, кстати, мен катталуучуларга эме эскертип айтып коеюн, Агур Байкин эле орусча сүйлөп атат деп кийин мындай чыкпагыла. Агур Байке билесиңер, Орусияда өсүп, Орусияда канча жүрүп, эми Россияда өскөн. Ошондуктан кыргызча түшүнөт, сүйлөйт, бирок ойлорун так даана жеткизиш үчүн орусча түшүндүрөт. Так что вообще переживать этпегиле. Главное, менин суроом кыргызча болуп атат. Көбү ошо комментарий же Инстаграм жазып калышат, кыргызча сүйлөбөйсүңбү депчи. Кээде выразить свои мысли, слова тяжело на кыргызском языке, но биз аракет кылабыз кыргызча сүйлөгөнү, кыргызча жеткизгени. Ошон үчүн капа болбойсуңар, туугандар. Анан кийин одан тышкары да бизде Россияда биздин болельщиктер болот, өзбектер, кыргыздар, казактар, татарлар, анан кийин көп националисттер бар да, дагестанецтер бар. Бизди көрүп турат ушундай. Анан
кыргызча айтсаң алар түшүнбөйт. Ошого айтканда азыр СНГде төрөлүп өскөн үчүн биз общий язык менен айтканда орусча болуп калган. Ошого кээде орусча айтып берсек дагы капа болбойсуңар. Орусияда көрүүчүлөрүбүзгө салам. Кандай жүрөсүңөр? Биз силерди сагындык. Чын-чынына келгенде, чет өлкөдө жүргөн ар бир тууганыбызга оңой эмес. Көйгөйлөрдү айтып баштасам бүтпөйт. Мисалы, эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул ишеним. Анткени сен чет өлкөдө жүргөндө тааныштарың жок, жарандыгың жок, жашоо ритми башкача болот. Айтор, жашоо күмөнгө айланып кетиши мүмкүн. Бирок ушундай учурда үмүт бере турган достор бар болгонуна шүгүр. Т-банк Россиядагы чет элдиктер үчүн эң ыңгайлуу банктардын бири. Анткени Т-банктын Black Debit картасын ачуу жана колдонуу үчүн сиздерге Россиянын жарандыгы да, орус телефон номери дагы талап кылынбайт. Тескерисинче, эгер Т-банктан сим-карта алсаңыз, банктын адиси өзү келип, документтер толтурууга жардам берип, мамлекеттик кызматтарда каттоодон өткөрүп, биометриканы да алып берет. Бул кызмат Россия боюнча жеткирүү аймагында жеткиликтүү. Ооба, банкка баруунун кажети да жок. Баары сиздин ишиңизден алыстабаганга ыңгайлуу форматта уюштурулган. Андан тышкары, эң башкысы, биз чет өлкөгө жөн эле жүргөндө барбайбыз, акча табуу үчүн барабыз. Анда тапкан акчаны которуу кээде чоң көйгөй жаратышы мүмкүн, бирок Т-банк менен эмес. Т-банк аркылуу Кыргызстанга акча которсоңуз, ыңгайлуу, тез, дароо улуттук валютада жана комиссиясыз жөнөтөсүз. Мисалы, про жазылуусу жок, айына 20 000 рубльга чейин комиссиясыз. Про жазылуусу менен айына 50 000 рубльга чейин комиссиясыз. Бул суммадан ашып кетсе, 1,5% комиссия, эң азы 30 рубль. Дагы бир пайдалуу жагы, про жазылуусу менен мобилдик байланышты акысыз колдоносуз. Ошондой эле топтомо эсепте акча сактаганыңыз үчүн жогорултулган пайыз аласыз. Керек болсо, картанын сырткы дизайнында чет элдиктердин арасында сурамжылоо жүргүзүп жасашкан. Бул эмнени билдирет? Т-банк чет элдиктер үчүн эң ыңгайлуу банк. Ал эми сизде кандайдыр бир маселе жаралса, ар дайым банктын кардарларын колдоо кызматына кайрыла аласыз. Алар күнү-түнү дем алышсыз бир нече тилде иштейт. Black картасын алуу болсо абдан оңой. Сиз кайра темага кайтып келели. Эскертип айткандан кийин гыржа алып, ошол айыктырып баштаган 3 айдан кийин басып баштадыңыз деп атпайсызбы? Бирок айыгып кеткен жоксуз да толук. Аны эмне кылдыңыз? Старался заниматься регулярно, укреплял. Белди? Да, спину укреплял. Ошол белди постоянно закачивание кыла баштадым. И уже протяжении 5 жылдан бери у меня не было проблем со спиной. Грыжа менен ошо проблема ошо менен жоголуп кетти да. А так вот ошол убакта жаман аябай депрессия болуп, нерв болуп, анан бул жакта иштебей жатсаң Москвада бир күн иштебей калсаң эле канча минуска кетесиң. Ошого так что начал заниматься собой дегендейчи. Сиз карапайым үй бүлөдөнсүз? Карапайым үй бүлөдөнбүз. Өзү ошо Үйүбүздө же депутат жок, же министр жок, же артист, же бизнесмен жок. Өзү ошол финанс жагына көп барып такалат да. Сиз ошол Уфа жакта өскөнсүз. Пермский крайда. Пермский крайда өсүп туруп, анан Москвага 18 жашыңызда кетип барып ал жакта иштеп баштадыңыз. Канча? Биз Пермде город Чайковский деген шаарында өскөм. 100 000 население болчу. Шаардагы. Мындай айтканда Орус аны кичине мындай айтканда шаар, маленький городок. Ошол жакта 9да бүтүп туруп Кыргызстанга көчүп барганбыз үй бүлөбүз менен. Так что ата-энем базарда иштейт болчу. Соода болбой кыйналып, мындай айткандай кыйналган үчүн биз кайра Кыргызстанга көчтүк. Кыргызстанда, Россияда иштеп жүргөндөргө аябай кыйын экен да, көнүп кетишти Кыргызстандачы. Россияда иштеп жүргөндөргө, предприниматель, базар иштегендерге көнүп кетиш кыйын экен, айлыкка отуруш дагы кыйын экен. Айла жоктун бир жылдан өтүп, биз кайра эле ошо мамам менен Москвага барганбыз. Иштеген. Сөз ал жакта ошондо 16 жашымда болчу да. 16. Интернетте өзү көп мындай сөздөрүңүздү, интервьюларыңызды угуп калгам. Курьер болуп иштегени, заводдо иштегени, сөз канча жумуш иштеп чыктыңыз ал жакта? Өзү чын айтканда аябай көп жумуштар иштегем. Там везде понемногу, честно сказать. Везде, потому что я не мог себя найти, же профессиям жок. 16 жашымда кеткем, каяктан профессия, же ата-энем профессиясы жок эле, ата-энемки туруктуу. И приходилось в каждой работе везде искать себя, свой путь. Ошондо мындай өкүндүңүзбү, неге мен билимим жок, билим алсам болмок экен деп? Вначале ушундай болчу, ата-энем айта берет да, мамама капа кылат элем, ошо бизди окутпадыңыз, бизди алып кетип калдыңыз Москвага. Но бул мышление ребенка было, да, мындай айткандачы. Сейчас вот ойлонсоң, бул туура эмес экен да, то что ата-энеңе типа келип айтат го, сиз бизди окутпадыңыз, мени
окуучуңуз керек эле депчи, мен башка балдар окшоп жүрсөм болот эле депчи. Но они делали то, что у них в руках есть. Мына возможность карата окутту бизди по возможности, карады, шүгүр. Анан и были такие мысли, то что айтып атпайсызбы, аш апаңызга тең ушундай айтасыз, значит, кадимкидей сезилген экен да, билими жоктукка оор болгон. Да, я вот если есть возможность, нужно всегда учиться. Не быть невеждой. Даже если не в школе, если даже не в институте, не в колледже, то самому развиваться, саморазвитием заниматься. Брать книги саморазвивающие, читать, литературу читать, художественные. Ну, что вам больше нравится? Сиз ошо жетишпегенин сезип өзүңүздү өнүктүрүп баштадыңызбы? У меня всегда были интерес к знаниям в школе, но так как я занимался спортом, очень сильно, больше внимания, больше выбирал спорт для себя, но у меня интерес был к наукам, к истории, всегда был интерес. Но просто то, что я спортом занимался, у меня силы и времени не хватало. Я постоянно на разъездах в соревнованиях был. Когда вот занимаешься, вот у тебя вот перспективы идут, ты идешь за мечтой, и все время, вот в школе, допустим, я учился, я практически 9-8 класс я вот на соревнованиях провел, постоянно по любителям в разъездах в разных по всем городам, или, может, даже другие страны, и у тебя в школе тоже отпускают то, что ты видят спортсмен, там, и как-то лояльно относятся к тебе. Выпискалар оңой берет го өзү. Да, то есть ты спортсмен, ты говоришь учителям, директору, что я вот еду выступать в честь страны или, допустим, города, или, допустим, школы, они тебя спокойно отпускают. Везде к спорту относятся лояльно. Ошол учурда жана кара жумуш иштеп жүргөндө, эгер жашооңузда спортчу болбой калсаңыз, кадимкидей ошо менен дальше кетип калмаксызбы? Кандай болмок? Да, это вот именно я себя не мог найти в Москве. Кем я мог стать? Я искал, поваром был, на заводе работал, курьером работал, много профессий, на складе работал, профессии искал, но я себя не мог найти. И я понял то, что надо на себя работать, предпринимателем быть, брать ответственность на себя, открывать какие-то идеи, бизнес и двигать. И вот как раз я в конце, когда начал жить в Москве, последние годы, вот я встретил байкершалармен, окружение поменял. И вот тогда началось то, что нужно на себя заниматься. Бизнесом заниматься. Не бизнес кылып баштадыңыз? Заниматься, да, вообще обычно машинами заниматься, машины перепродажами заниматься, услуги какие-то, допустим, документами предоставлять людям, помогать. Такими, как сказать, вещами. Он как понял то, что нужно продажами заниматься. Вот, допустим, машины продавать, вещи. Что-то, честно говоря. Неплохо начали дела идти. Какой-то капитал уже начал собирать. И в итоге тут бам! И в один момент просто для себя решил, все это оставляю, и я иду в спорт профессиональный. До этого тоже занимался, но совмещать и спорт, и бизнес, и работу, это все тяжело, сказать. У тебя нету на одном концентрации. Вот. Спорт тандаганда сиз үйлөнгөнсүз беле уже? Үйлөнгөн болчу. Еще үй бүлө бар. Үй бүлө бар. Жоопкерчилик. Ошто бул кайсыл эмелерден тандоо болду? Кайсыл бойдон кийин тандоо кылдыңыз? Это не то, что после третьего профессионального боя, но там, видишь, когда я дрался, они серьезные турниры были. Это не серьезные турниры, и я еще простой был, боев не было, я еще сам себя не мог найти, и у меня не было ни менеджера, ни особо тренера моего личного не было. Как сам по себе просто плыл по течению, по жизни, и все, и не знал, чем заняться. И здесь нужно было приоритеты поставить. Или ты работаешь, или ты занимаешься спортом. Вот мне было тогда 23 года, что ли, вот так примерно. Точно не помню. И вот тогда мне выбор, вот ты или спортом занимаешься, или работой. Приоритеты четкие поставь для себя, кем ты будешь по жизни. И вот я выбрал, что хочу заниматься спортом, потому что чтобы столько я труда, столько стремился к чему-то, чтобы не зря.
было. Когда мне будет 40-35 лет, чтобы я не жалел, что, блин, надо было тогда заняться спортом, я, может, тоже стал быть каким-то чемпионом или там кем-то стал бы. А сейчас я там, допустим, в другой сфере, но не жалел, чтобы об этом. А эмнеге тандалып калды? Уже совмещать невозможно болуп калыштады. Совмещать можно было, но я же говорю то, что если ты добиться хочешь чего-то, нужно полностью отдаваться себя этому делу. Самокритика болуп турду уже. Мен наконец Да. bir нерсе жетем же жүрө берем ушинтип деп, э? Все время я занимался самокритикой. Я спрашивал себя, почему ты не можешь, почему другие могут, почему ты... У меня еще в молодости как раз вот такие мысли были. Почему, Майк Тайсон там в 19, 18 или 20 лет стал чемпионом мира, Джон Джонс в 21 уже стал, в 23 года уже стал чемпионом UFC. И у меня вот эта мысль иногда заходила, и я вот думал, почему я не мог стать? Или мне уже поздно, мне 25 лет уже, а я до сих пор не чемпион ни UFC, ни какой-то большой лиги там. А это вот большая ошибка была. Это тынчтыкты жоготот да, ошо жүрөктөчү. Постоянно жалачылык алып келе берет ошо ойлорчу. Это вот туура эмес мышление болгон болчу. Жемеле берип өзүңө ишенич. Башкаларды көрүп результаттарын, а сен неге ондай боло калды? Почему сен жашооң ушундай? Если менин спонсор болгондо же байкем болгондо деп такие мысли, это шайтан алып келет го. Андай ойлорду сразу токтотуш керек дагы. И надо заниматься собой. Өзү туура айтасың экен, азыр байкайсыз го, жаштардын баардыгы эле ушу эрте ийгиликке жетүү менен алек. Да, вот это особенно интернет. Вот очень сильно интернет бузат да. Видишь, BMW-лерди минет, джиптерди минет, там квартира алдым деп. Вот это да, это хорошее, позитивное, если ты правильно өзүңө туура кабыл алсаң, ошол нерсеничи. Но многие же молодежь на это воспринимает как, блин, я же не добился, почему они добиваются, почему я не могу деп туруп анан одан сайын хуже самооценкасын түшүрүп салат. И нельзя смотреть на чужие успехи. Надо заниматься собой. Важно ставить цель. Когда человек без цели, вот это происходит, то, что он в этом состоянии оказывается, когда на другие чужие успехи смотрит, а на свои не смотрит. На свои, своим делом не занимается. О котором есть чему заняться человеку, он на чужих вообще не смотрит. Какие у него результаты, что он добился, чего он там купил, что там себе сделал. Ему без разницы, потому что он занят собой. Надо заниматься собой, чтобы вот этот мусор вокруг тебя, информационный мусор, он тебе не мешал, чтобы... А когда человек информационный мусор, оттуда, информация оттуда, значит, человек, он стоит на месте, он не идет к цели, он просто смотрит по сторонам, видит всех, и из этого он еще хуже ситуацию делает. Из этого он самооценка у него падает, и все, как сказать, минус играет в него. Мисалы үчүн эми бул жашоодо күн сайын болот го, сен элестетип көрөлү. Мен 18-20 жашта баламын да. Анан жашоодо эчтеке жетише элекмин. Эми негизи жашоом башталбаса да, чекелерди карап, анан өзүң ишенбейсиң да, чын эле. Сиз деле азыр биз менен тең убакыт болуп жашасаң, сиз деле азыр баштамаксыздар. Карасаң, бирөөсү там М5 алды, экинчиси тигинти квартира, баардыгы эле болуп кетти. Сен жүрөсүң, анан өзүң ишенич жок да, бирок ошол ишеничти кантип кайрадан пайда кылса болот? Каяктан алабыз ишеничти? Вот это то, что BMW, машины, вот мы должны стремиться не к то, что снаружи, а то, что внутри у нас. Мы должны стараться, чтобы у нас было духовное богатство, в первую очередь. Мы должны за духовным богатством стремиться, а не стремиться на показуху другим людям показывать, чтобы люди о тебе что-то подумали. Когда человек духовно богат, ему становится на все, вот абсолютно на все, как сказать, наплевать. А когда человек духовно не богат, он, конечно, будет стараться другим чем-то показать себя, привлечь внимание себе. И вот как раз 18-19-летние ребята, допустим, 20, да и в нашем возрасте, вот кто почти под 30, они, то, что у них нету своих знаний, допустим, какие-то достижения, они хотят себя, как сказать, человек должен до 35 лет, как я слышал, чем-то уже достичь чего-то, чтобы люди признали его. Мы ищем признание всегда. И вот признание, когда у человека вот нету ничего, он начинает вот это показывать же вещами, допустим, богатыми, там, машины какие-то, ищет признание, там, квартиры или бизнесом. Ему, значит, у него духовное богатство, у него слабое получается. А
А у кого есть вот духовное богатство, он никому ничего не доказывает. Он не Духовный богатство деген показывает. эмне? Мисалы үчүн. Ну, это в первую очередь это вера во Всевышнего. И когда ты веришь во Всевышнего и постоянно вспоминаешь смерть, и эта дунья — это всего лишь временное наше обитание, вот тогда начинается твое, вот, знаешь, к миру по-другому смотришь. То, что постоянно вспоминаешь, что это временно все, как быстро все может поменяться, то, что сегодня есть, завтра нету. Человек умирает здесь, как сказать. И надо смотреть не наверх, вот, а вниз нужно смотреть, кто ниже тебя. Вот тогда начинаешь обретать богатство, вот, спокойствие. Духовное богатство — это тынчтык да, жүрөктө тынчтык. Сиз эле айтпайсызбы, биз убакытта ошо жүрөгүңүз тынч эмес болуп жүрдү деп, ошондо примерно Да, вот ошол ошо кыжаалчылык калып келе берет да, то, что бирөөнүн чемпион болуп атат, бирөө там машина алып атат, бирөө квартира алып атат, а сенде эчтекең жок, вот ошол кыжаалчылык алып келе берет. А духовный богатствоң болсо, тынчтык жок, тынчтык болот жүрөгүңдө. ошо тандоо келгенде сиз ошо жүрөк тынчтык таптым деп эсептейсизби? Когда человек занимается своим делом, конечно, и тынчтык болот да жүрөгүндөчү. Но у меня вот сейчас, честно скажу, сильная дилемма происходит в том, что чем я занимаюсь. Это же, ну, для всех ясно, что бойцы ММА нельзя заниматься дегенде. Арам дегенби? Ошондой нерселер көп болот да, то, что нельзя заниматься ММА, это неправильно по нашей религии, но ниетке жарашат экен да, бүт нерсе болгон нерсенчи. С какими намерениями ты хочешь стать чемпионом мира или попасть в эту лигу, там, для чего ты хочешь стать? Чын эле Кем ты хочешь стать? Канчалык кыжалат болосуң? Ну, часто бывает то, что мысли вот когда ты в одиночестве и алымдар менен отурганыңда ошол напряжение болот да, как раз алымдар менен отурганыңда как раз мындай ММАны мындай дегенде башка даватка чыкканыңда Жүрөк союп айтат да алыр иш, Конечно, кыжаалчылык алып келет да. И чтобы, как говорится, кыжаалчылык болуш үчүн это надо Всевышнего, как сказать, дозволение все должно быть, да, ошондо тынчтык болот да жүрөктө. Ошондой кыжаалатчылык учурларда бөлөк эмне иш кылсам болот деген ойлор келет да. Ошондо эмне иш кылсаңыз болот эле спорттон бөлөк? Спортом бөлөк, честно говоря, многим можно было много чем заняться. Если я говорю вот другим ребятам, вот столько усилий ты тратишь на этот спорт, на профессиональный спорт, если заняться другим делом, допустим, бизнесом, да, обычным, любым бизнесом, то ты там же мог бы стать успешным. Во всем деле, во всех делах просто нужно уделить свою энергию, время и свой ресурс, то обязательно Всевышний даст тебе это. Просто мы выбрали этот путь, дегендечи. Артка карасаңыз уже Да, столько проделано Ушунча өтүп работы. кеттиң, Да, мы, когда приходили в ММА, я, честно, не знал об этом вообще. Динден знаниялар жок болчу. калар жок болчу. Ана окружениеңде адам айта турган адамдар жок болчу. Вот постепенно человек приходит, учится, и, как сказать, до конца жизни человек должен учиться, получать знания. Кайсы учур ушунда келип калдыңыз? Кайсы учур уже мындай түшүнүп баштап? Это буквально два года назад, вот так примерно, вот так. То, что приходит осознанность, то, что понимание, то, что... Ну, когда ты сам себе задаешь вопрос, для чего ты занимаешься этим делом, ради своего эго или там признания людей, или дозволенность Всевышнего, сами ответы выходят, для чего ты этим занимаешься, чтобы показать, что ты там самый крутой, самый нереальный боец, и признание людей, или, как сказать, от Всевышнего быть для людей полезным дегендечи, вот. Сиз эме жөнүндө көп айткан жакшы көрөсүзбү? Эго. Мисалы үчүн мен элестетем да, сен күрөшкөндү билесиң, дзюдону билесиң, чабышканды билесиң. Мен ойлоп коем да, эгер мен катуу ушунча мушташкан билсем, балким мен башкача басып калмакмын көчөдө. Уже высокомерие мененчи, анткени сен любой азым итерем дейсиздер го, итерип коюп тургандай состояние басасың да. Мисалы үчүн сиз деле кантип байке? Сизде көчөдө барганда сиз билесизби, жаштык кезиңизде айтасыз го, аябай көп мушташчумун депчи. У вас тоже вот это была уверенность и тоже, наверное, какое-то высокомерие появлялось. Эго, высокомерие ар кимде ар кандай. Мисалы үчүн бирөө күчтүүрөөк кийим кийинип калса деле бөлөкчө басып калат да. Бирок ошо бул кийимде эле нерсе да, навыки.
мисалы үчүн көп нерсени керки умный адамдар тоже высокомерие делают, типа все остальные тупые депчи. Бул деле мындай высокомерияга алып келген учурлар болду беле? Текерчиликке көтөрүлүү, да. Текеберчиликке алып келген сизде учурлар болду беле? Мен азыр любойын. Это всегда происходит, вот, когда не только мы спортсмены, это вот политики, артисты, это когда человека люди узнают, признают уже люди, он себя начинает чувствовать важным, то, что перед другими. Вот эта важность, я говорю, нужна, это иман нужен. Постоянно Аллахмен болшек, вспоминать Всевышнего, то, что и жить по сунне стараться, и окружение твое должно быть правильным, чтобы ты вот не улетал в облака, а правильное окружение. И для себя вот каждый день мы делаем выбор. И у меня тоже всегда бывает то, что текерчилик мындай. Шайтан работает же, это он не перестает работать. Мисалы үчүн Он постоянно окуялар. работает. Да, окуялар там среди других людей хочешь показаться там важным, себя там, чтобы люди там взгляды на тебя там, люди хотят, чтобы тебя узнавали везде там. Это, да, вот это типа, как сказать, болезнь звездная, да. Вот. А когда человек другие намерения, не признание людей, а другие... Признание Всевышнего. Да, признание Всевышнего гонится, это уже другое. И вот иногда бывает, очень часто бывают такие моменты, честно говоря. Но стараюсь держать себя и... Физический силаны применять эткенге канчалык мындай соблазн болот, мисалы үчүн көчөдө. Вот, именно что, когда человек вот применяет свои силы физически, он слабый человек. А когда эту физическую силу он может воздержаться, ну, не применять эту силу, вот это тогда человек становится сильным в натуре. Вот. Если, допустим, смотри, я тебя сильнее, и мы с тобой столкнулись на улице, или машина кетип атыбам эле, бывали ситуации, то, что в машине я там не уступил дорогу, и тут начинается, ну, они начинают там останавливать тебя, пикать, да, и машина чыгып туруп, я тебя сейчас размажу дегендей болот да. А я знаю свою силу, я же профессиональный боец. Я скажу, байке, я профессиональный боец, лучше не надо дегенде. И еще, когда видит твои уши, он сразу останавливается. И вот в этот момент нельзя своим эмоциям выйти наружу. Ты должен сдержать это, вот это и есть сила. Когда ты знаешь свою силу и держишь ее, вот это и есть сила. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан го, ачууланган кезде кармаган, вот ошол адам күчтүү болот дегенчи. Когда вот в гневе ты держишь себя, также и политики, и кто в важных должностях сидят, они могут там что-то сделать людям, но они держат вот эти эмоции свои, силу, чтобы это все было во благо. И именно в ярость нужно держать свою силу. Я вот, допустим, на улице любой мындай айтканда качылдашып, тиишип кетсем болот эле, но контролировать нужно свою силу. Вот это и есть сила. Бирок ушунчалык аягына чейин провокация кылгандар болду эле. Мисалы үчүн сиз карманып атасыз да? Да, меня, ну, честно сказать, словами мне тяжело задеть. Много постоянно слушаю и привык к этому. Но вот когда, вот, допустим, грань происходит, грань это вот, допустим, ударили меня. Вот тогда уже неосознанно у меня эмоционально уже все. Я не могу контролировать себя, потому что уже грани это перешли, меня ударили, и на автомате уже, получается, могу ответить. Хотя неосознанно это происходит. Вот такие моменты бывали, то, что общались, там, словами, мне тяжело вывести словами, честно скажу. Но грань это вот, когда начинает, допустим, разговаривать, и тут шапалахом, как сказать, неожиданно дают, и в итоге начинается у меня все. Как переключатель. Чик, и все уже. Там уже начинается ярость какая-то. Ну, я быстро прихожу в себя после этого. Уруп бүткөндөн кийинби? Жана рилсти көрдүңөр эле, дагестанецтер отурат го, жана дагестанский Юсуф бар го. Юсуф менен бир боец отурган. Слово эме табу сөздөрчү, мисалы. Ты меня не понял? Деген ой, ушул сөздөр, ошондой сөздөр барбы? Который повышает градус дейт го. Да, видел это. Триггерные сөздөр, которые контролировать нужно свои слова постоянно. Это ты переборщил дегендечи. Борщанул ты здесь. Тут ты борщанул дейт. Нет, такие сөздөр болот, но я стараюсь держать себя. Вот контролировать свои эмоции, слова. Мен өзү Акбар байке менен биз ушу Египетте чогуу жүрдүк да. Мен
текшерип көрдүм да. Канчалык чыдайт экен деп. Мындайынан тиешем, тигинен тиешем, захват алам, бутка кирем. И, короче, до конца качан эме кылат да, везде спокойно, ни разу не отреагировал, да. Мисалы үчүн в этом я оценил сила, да. Да, вот это же вот, когда человек именно вот мне не нужно тебе доказывать, что я тебя сильнее. Вот это и есть сила. Ох, так. Мне зачем доказывать? Я сам знаю, что я сильнее. Вот это и есть сила. И также должны люди также заниматься. Вся сила Всевышнего, они у нас, не у людей. Беспендеюсь, да. Bizde коч. Завтра я инвалидом стану. Никто не гарантирует же. Так что кто говорит, что я сильный, я там крутой, посмотрит историю людей, что происходит с ними. Да и время покажет. Через 20 лет, через 30 лет, кем он станет. Ошол эгону контролировать этип турган деп атпайсызбы? Анан көбүнчө эми баардык эле адам өзүнө сезилбейт да, баары өзүнө жерде басып жүргөндөй эле сезилет. Бирок чекедеги адам көрөт да анычы. Сиз өзүңүздү өзүңүз контролдойсузбу же ошол эле кезде сизди контролдоп, сизге мындай бутуңуздан тарткылап жакындарыңыз барбы ошондойлор? Да, это важно. Окружение ким менен жүрөсүң. Алымдар менен, дамылар менен жүрсөң, досторуң, ошо мечитте каттаган досторуң менен жүрсөң, ошо пайда да ошондой достор. Алар менен деле текерчилик болбойт. Эскерип турат бир нерсе. Эскерип турат, алар Алланы эстетип турушат. Мындай айткандай, дүйнөнү бул временный деген эстетип турушат. Биз өзү ошо окружение, вот ошол нерсе жакшы да, то, что постоянно они должны говорить, что это жизнь временная. Единственное, что это смерть истина, и надо всегда Алланын жолунда жүрүш керек деген понятно, мына окружение постоянно эстетип туруш керек да. И ошо мечиттерде ошо каттап турсаң, ошодон алыс болсуң да, текерчиликтенчи. Айланып жүрөт өзү негизи. Да. Хадис бар го, пайгамбарыбыз саллаллаху айткан экен, бир адам өтө начар киши болчу экен. Бирөөнүн башын кесет өлтүрүп коюп, анан бир эме бар, поп корот экен да христиангачы. Эй, христиан, сен Кудайың менен кечиреби десе, жок, сен мынча адам өлтүрдүң, кечирбейт деп туруп, анын башын кесип салат экен. Барып туруп анан эмеге алым корот экен да. Сен Кудайың менен кечиреби, мен ушу 100 адам өлтүрдүм десе, кечириш мүмкүн, эгер сен бир шарт менен дейт. Айт шартыңды десе, жүрөгүндө мындай эңсеген экен да кечирүүнү. Сен тиги шаарга барсаң дейт экен да. Ушунду кечиреби десе, ооба деп турган, жөнөйткөн. Шаарга жөнөп, жарым жолдон өлүп калат. Өлгөндө бейиш периштеси менен тозок периштеси талаш баштайт экен. Мен тозок алып кетем, мен бейишке алып кетем деп. Бейиш периштеси айтат экен, мунун жүрөгүндө оңолуу деген эмеси бар болчу, ниети бар болчу, муну алып кетем десе, тиги болсо, бул 100 адам өлтүрдү дейт экен. Кел мындай кылабыз, кайсыл жакка жакыныраак болсо ошол жака алып кетебиз деп. Бети менен нары улап жүрүптүр да, тиги шаарга, оңолуп турган шаарга. Анан эмне болду, неге ушул шаарга барыш керек эле шарт десе, көрсө, ал мурунку жашаган чөйрө баардыгы убийцалар болчу экен да. Өзүнө окшош өлтүрүп, жаман коом болчу экен. Тиги коомдо намаз окуган, оңолгон адамдар экен да. Ошондо айткан экен да, жакшы коомго баргансың, оңолосуң деген сөз да. Не туура. Вот тоже самый большой страх, в каком состоянии ты умрешь деген. Вот ойдо постоянно болот, то, что часто я им говорю людям, то, что не важно, как ты жил, ну, с чем ты же ни с чем не уйдешь, а важно с чем, ну, как сказать, с чем ты уйдешь в тот мир. И я вот говорю, в каком состоянии ты умрешь дегендечи. Кайсы состояниеде өлөсүң важно. Иман менен дейт го, ошо намаз менен, просить у Всевышнего прощения. Ошолор менен өлсөң, иншалла Таалам берет да жанаттачы. Я вот так постоянно. И когда смерть, мы же не знаем, когда придет смерть. Вот самое страшное, вдруг ты в клубе умрешь, или там под наркотиками умрешь. Вот это вот самое страшное. И вот нужно постоянно 5 убакыт намаз бекер айтылган эмес, вот всегда ниеттер жаңылап и таза жүргөн аракет кылышы керек да. Өзү мындай мушкерлик, мушташуу арам да. Ошол жактан өлүп калса элестетсиз. Ну, я стараюсь ниетим. Вот видишь, нет, как этот человек, который шел в другой город, у меня тоже такие же ниеттер бар. Там то, что прославить имя Всевышнего, дават кылган элдерге, дүйнө жүзүгө, допустим, вот азыр Кыргызстанда жүрүп, мен Кыргызстанга эле бере алам да, допустим. Вот этот подкаст тоже Алла айткандай улуктап алам, только Кыргызстанда, допустим. А если мне дадут возможность, то я на весь мир хочу прославить имя Всевышнего. А это каким образом? Допустим, UFC кирип, поезд алып, там сказать, вся сила не у меня, а у Всевышнего.
И это вот и будет истина. И кафырларды, башкаларды да айтып, то, что вот она религия ислам, типа, есть. Мы хоть и бойцы, но мы с верой живем. Вот по сунне живем. Деп, аларды динге чакырып, ошондой ниеттер бар. А если ты в Кыргызстане живешь, как ты можешь на весь мир, допустим, я не ученый, или там, у меня других способностей нету, или я не крутой бизнесмен. А у меня вот, я могу вот, получается, драться и людям показать красоту своих навыков и способствовать, за счет этого прославлять имя Всевышнего. Хочу вот так. Таким образом. Эмне колуңуздан келсе ошол аркылуу Ооба. динди жеткизүү. Ооба. Как раз сиз UFC деп калбасызбы? Сиз жакында Америка барып келбедиңизби? Анан мен сизге ошондо эле чалып атпадымбы эле? Эмне болду? UFC болуп кеттиби, болуп кеткен жокпу? Эмне болду ошондо? Сиз ошо негизи UFC үчүн баргансыз, Жок, слышу. жок. Биз өзү Американы көргөнү, анан кийин трёпка алган, сборго Өзү негизи барган. Америкага кеткен бар эле, как будто бу UFCге кириш үчүн баргандай эле сезилет го. Көп ошо вопростор болду. Актуальный вопростор бирине кирди. То, что UFCге бардыңбы деп. Нет, ал жака сбор кылганы бардым. Ал жакта Американы көргөнү бардым. Переговор неге кылбадым UFC, потому что менде ONE FC менен контрагым бар. Ошо биз UFC лига менен сүйлөшө албайбыз. ONE FC бүтүп атат да. Бүтүп атат буюрса. UFC мындай Аны пока айта албайбыз, потому что контрагыбыз бар. Ошого пока мы не можем ничего. өзүңүз айтпасыз, ушу UFCде мен чемпиондук курууга утуп туруп, алам, значит, цель ошондой экен да туурабы? UFCге баруу. Конечно, если Аллахтан насип этсе, то биз ушу аракет кылабыз ошол жака барганы. Если позволит Всевышний. Он UFCде ошондо анча согуш калды дагы. Согуш дейм, мушташи согуш. Контракт заканчивается. Сейчас у нас переговоры идут с One Championship. Они хотят оставить меня, но мы сейчас думаем. Сунушуна жараша экен да. Да. Ушул лигаларды көп адамдар түшүнүрбөйт да. Мисалы үчүн биз UFCни билебиз. Болду, башка көп элдер башка лигаларды билбейт. Даже түшүнбөйт ал жак кимдер экен. Мисалы үчүн Ryzen'ды жакында таанып баштадык. Раджабалиев бар болсо мушташкандан кийин. Андан да сураганда Ryzen'ды түшүндүрүп берген. One UFC кандай болот? One Championship түшүндүрүп берсеңиз, бул кимдин лигасы, кимдер ал жерде? Бул One Championship Сингапурдун лигасы болот. Мировой рейтингде 3-чү место турат официально. И первое это получается у нас UFC, потом PFL, сейчас ONE FC. PFL деген? PFL это американская лига тоже. Тоже американская. Тоже, да. Она выкупила Bellator. Вот она сейчас PFL стала, получается, Bellator. По медийности первое место занимает UFC, второе занимает ONE FC, а потом уже остальные лиги по медийности. И по бойцам также могу сказать, что первое место это UFC занимает, потом One Championship, и могут PFL бойцами. Именно ММА PFL бойцы занимают. Ошондо бул Ryzen'дан да бийигирээк турат да, айтсак болот. Это уже чуть больше, сильнее, как сказать, промоушены. Мисалы үчүн ошо UFC ошондо One Championship'тен чакырганга да кызыктар экен. У них были такие вот Дмитрий Джонсон деген боецтер, One Championship менен 3 боец UFC'ге өтүп, UFC'ден 3 боец ONE FC'ге өтүп, ушундай боецтер, обмен бойцами был у них, но походу что-то пошло не так, и уже эта история. Ну а так практиковалась такая работа, то, что бойцами менялись. One Championship'тин көбүнчө аудиториясы кимдер? Это вот Азия, получается, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Китай, вот, получается, Азия. А ушул жактан көбүрөөк көрөт. Да, ну они тоже проводят в Америке, тоже турниры, хотят в американский рынок зайти, но там UFC, она не дает никому. И, как сказать, монополисты. Но One Championship старается тоже этот рынок захватить. Сизде Кытайда, Таиландда жүргөндө элдер таанып калабы? Сүрөткөчү. Тиги Раджабалиев экебиз Японияда жаман неме го, жылдыз. Такого у меня такого нет, честно говоря, особо. Неге? Потому что медиа жактан почему-то у меня сильно, такого нету ажиотажа. Поезд алып, бизда бир-эки жол защита кылсак, если такого возможно было бы узнаваемость, потому что у меня, видишь, пояса я не получил. Бирок ал жакта да мындай 800 грамм беле ошончо Когда боролся. перевес болуп калдыңыз. Да. Бирок по-любому мушташсыңыз, да, чемпион менен? Да, чемпион мушташтык. По факту Для меня не был чемпионский пояс. Я вес не сделал, у меня он не стоял. А кто дрался со мной чемпион,
Для него защита считалась. Утулуп калсаң да эме спорный ортодо туруп калмак экен да пояс, Ну, по сути, лига должна, если справедливо, то вакантным оставить пояс. И мы с ним должны реванш сделать были, или претендента какого-то другого должны были. И мы должны были подраться за этот пояс. Но лига решила так, что, походу, им китайская аудитория керек нужна, и из-за этого они оставили у него пояс. Бирок по факту чемпионду мындай. Да, побили досрочно в 5-м раунде, и, как сказать, я, можно сказать, народный чемпион One Championship лиги. Мен уже байкаганда сиз 800 ошол грамм ашык перевес болуп калдыңыз. Анан кийинки бойдо дагы эме болуп, суу көбүрөөк болуп Гидрация. Гидрация деп коет. Гидрация көбүрөөк болуп, ал жактан штраф алып 30% гонорар тияка деп. Э, Негизи ал учурда эмне мындай болуп кетти? Сиз өзү вроде до этого таких ситуаций не было. Анан Я говорю, дисциплина жакка все кармайт по экен. воле Всевышнего, я так считаю. То, что все было четко, и весогонка, и подготовка, и уверен был в себе, прям все идеально было. Но так Всевышний решил, значит, такой путь у меня. Все, что делается, все к лучшему дегенде. Это воля Всевышнего. А эгер И дүйнө себептерин карасакчы, эмне үчүн перевес болуп кетти? Көп жеп койдуңузбу? Нет, весогонка хорошо проходила, Жакшы эле весе был, как обычно. Просто там гидрация деген раз, это нелегко. Иногда может организм сбой дать. Почки неправильно могут поработать, допустим. Моча желтая может слишком стать. И это такой вопрос. Ошонун баарын карайбы, Э, он чемпионшип. ооба, буларда эки боец вес кулатып өлүп калышкан да. Ошого ошолдон кийин булар гидрацияны кылышкан. Башка лигаларда андай нерсе жок. Только вот у Хабиба, у Тони Фергюсона, у других бойцов тоже в UFC, помните, то, что он вес не мог делать, и его, получается, забирали в больницу, так как у него там почки отказывают, или вот экстремальная весогонка, она вот такие, получается... Бул нерсени ошо, чтобы экстремальный весогонка кылбаш үчүн кылып коюп Бойцтер ушундай катуу весогонка кылбаш үчүн ошону гидрация деген кылып коюшкан One Championship. Какие-то акыркы бойлордо вот, допустим, я вот последний бой заболел чуть, честно говоря, из-за этого не смог, может, сбой произошел. А до этого вот все идеально проходило, и это вот от Всевышнего мне тоже, мне кажется. Өзү по контрактка сүйлөшүп атсаңыз, значит, бойлор бүттү эле негизинен. Өзү Анан азыр ушул сизде тандоо болот экен да, либо контракт не продлевать и уйти, либо уже за чемпионский до конца дотащить. Да, вот они мне вот сейчас предлагают. Чемпионский мени алдап тур да сизди. Чемпионский предлагать этот, но без азыр. Мы думаем с командой. Өзүм казыр команда деп калбасыз, бул жерде кызык тема, билесизби, сүйлөшүп калбадык белек. Менеджер депчи, канчалык менеджмент ушул мушкерликте маанилүү? Анткени Важно, да, как для спортсмена. да, анткени биз көбүнчө түшүнбөйбүз да ал нерсеничи. Биз мен мисалы үчүн мынтип ойлойм да, бул жанагы футболдо да агенттер бар го, интрига кылып эле кымбат акча, өзүнө көбүрөөк акча табыш керек дегендей эле. Менеджер, вот он, это вот боец, это его продукт. Насколько он должен подняться в цене, это его интересы. Менеджер получает свою долю, процент от его гонорара. В зависимости от его, ну... Гонорардан алабы, мындай? Да. Контракт үчүн эмес, именно уткан, эгер, допустим, сиз премия алсаңыз, за лучший бой дня, андан да калат. Жок, это нужно переговаривать. Кантип сүйлөшөсүз? Сиздики алабы? Меники алып көрөйүн деген болчу, но я сказал, что так не будет. Типа, я им предупреждал своего тренера, говорил, что бонустан алынбайт депчи. Но вначале было такие... Сиз өзү негизи просто гонорардан көбүрөөк тапкан да, ага барбайке, чем бойго караганда. Что были, надо обсуждать этот момент. Мен ошо канчалык маанилүү, ал продукт катары сиздер сатып, мындай айтканда. Да, поднимать твою цену. А өзүңүз эле переговор кылсаңыз, популярность твою. Он должен работать над твоей медийкой. Ну, допустим, спонсоров тебе находить, и оттуда он может свою часть долю получать. 20%. Өзүңүз этим заниматься не можете? Видишь, спортсмен, он должен заниматься чем? Своими навыками, своими тренировками, постоянно держать себя в фокусе. А если он занимается и медийной частью, и контрактами, волокитами, то переговорами еще на другие бои, то у него не будет практически времени на это все. А чтобы быть лучшим в своем деле, нужно постоянно быть в тренировках, получать на сборах постоянно должен ты находиться.
и кто-то должен заниматься этим делом. И вот менеджер есть для этого. Он твоим занимается юридическими вопросами, твоими сборами, твоими боями, когда следующие бои. С кем ты дерешься, продвигать тебя должен. Там тут тоже важно, с кем он будет драться. Ставить соперников, которые интересны нам. Допустим, по медийности. Соперниктерди дагы ушу менеджер аркылуу чечилеби? Да. Мисалы үчүн чемпионский бойду дагы ал организовать этет экен дегер сүйлөшкөндө. Если менеджерин күчтүү болсо, ал UFC'ге да алып кирип кетет. UFC'де он будет на хорошем счету организации промоутеров. Если сильный менеджер, он будет сильных бойцов им предоставлять, и они за счет этого и компания, лига будет получать, свою аудиторию людей, и спрос, и деньги, и в итоге менеджер тоже. И за счет этого хорошего счета он будет, как сказать, репутациясы жакшы болот да, ал менеджер жакшы болсо, ал любой жакта ходу бар. Да. А менеджерлер көбүнчө это бывшие бойцы? Но, честно, я не знаю об этом. С менеджерыңыз ким? Он вообще не из сферы? Нет, он с нашей сферы, он тоже тренер. И просто он недавно начал деятельностью заниматься, а до этого он тренировал и тренирует сейчас тоже с России тренером. Ой, менеджер мой. Сиз деле келечекте менеджерство кетип калчу деп айтып калчысыңыз да керги жактарыңызга. Жакат да демек. Честно, не хочу связывать. Если карьера закончится, не хочу связывать себя с этой деятельностью. И так күн сайын ойлонуп атам дебейсизби? Да. Бүтсөм батыраак кетиш керек. Оставить это и лучше благотворительностью заниматься, бизнесом заниматься. Стараюсь. Биз билесизби, бир жолу UFC маселесин сүйлөшпөдүк белек. Сиз мындай кызыктуу нерсени айтып бергенсиз, UFC кыргыздарды чыгарууга кызыктар эмес. Кыргыздарды, казактарды, населениясы, СНГ негизи элечи. Ошону көбүнчө биздин көрүүчүлөргө түшүндүрүп берсеңиз кызыктуу нерсе болмокчу. Неге? В первую очередь, это экономика наша. На душу населения у нас $300-400 получается средний ВВП. А у Америки $3000, допустим, $2000 на душу населения. В Сингапуре там 4000 населения. В Европе 3-4 тысячи долларов на душу человека получается. А у нас, в первую очередь, это UFC, это бизнес, и людям нужно продавать трансляции. На платежеспособную аудиторию. А трансляции — это просмотры. А просмотры откуда получают? Это рекламное агентство, допустим, с Nike, там Бахайбанк вот зашел сейчас. Им же нужны просмотры, актив. А если актива нету, просмотров нету, платных трансляций не продаются, то им этот рынок не интересен. И это все связывается с экономикой. В первую очередь, это UFC бизнес. И бизнес, что нужно, чтобы откуда прибыль. А прибыль у нас, получается, минимальная. И никто не хочет покупать платные трансляции. Да, и никто не смотрит. У нас привыкли все, бесплатно. За счет этого наша аудитория, наша территория неинтересна UFC. Ну и еще один фактор, то, что наших много там уже. Им интересно рынок Китай, Европа, Австралия, и Азия, соответственно. Там, получается, подъем экономики, много людей, много просмотров, соответственно, туда они будут стараться оттуда брать бойцов. И у нас, как сказать, жизнь тяжелая. Мы страны, как сказать, второго-третьего мира. Здесь жизнь тяжелая, и мы по натуре сами сильные. И наши бойцы, вот именно СНГ, они вот сейчас, видите, в UFC практически все наши чемпионы. В топах тоже наши, во всех лигах тоже наши. И это вот то, что жизнь тяжелая, из-за этого наши бойцы сильнее, чем их. Да, характер и ментально сильнее мы. Потому что у нас просто жизнь тяжелее. И мы сами, как сказать, и именно в Кавказе, у нас в Кыргызстане, допустим, мы воины все. А егер ушундай нерсе болсо, экономика байланыштуу болсо, анда эмнеге все-таки биздикилер UFC'ге кирип атат? Жакында да бирөөсү кирди. Аты ким эле? Муртазалиев. Муртаза ким кирди? Муртазали кирди? Муртазали кирди. Ага чейин Уран байке, Мыхы байке, ага чейин Валентина Шевченко. Физивди деле айтып койсок болот. Көп эле адамдар. Ну, это относительно, видишь, там 2000 бойцов. Из них 5
бойцов с нашей стороны это вообще мало. По сравнению с Россией, там сколько бойцов зашло с России. В Узбекистане сколько бойцов, в Казахстане сколько зашло. А вот с Европы, если посчитать, с Америки, там, допустим, самой же. И в других странах количество очень много бойцов зашло в UFC. Просто мы, как сказать, только для нас, видишь, то, что вот сейчас только зашли, из-за этого людям начали узнавать их. До этого много бойцов все время было так. Сизге ошондо шанс барбы? Негизи барып, как вы будете продавать? Вот мы на Азии, азиатские лиги хорошо там сильно боролись, и поэтому типа аудитория... Вот важно, чтобы у тебя было много подписчиков. Ты должен был интересен. Вот важно, друзья, подписывайтесь, поддерживайте спортсменов именно своей подпиской, комментариями. Актив поднимайте. И вот за счет этого UFC им это интересно. Вот. И, конечно, в первую очередь, ты должен быть грамотным, уметь общаться, преподносить себя. Трэш-ток. Должен уметь хотя бы делать какой-то интерес. Людям что-то интересное должен показывать постоянно, вести соцсети. И, конечно, в первую очередь, это твои навыки. Твое боевое искусство, да. Анан кийин уже это Можно молча всех уничтожать, и ты будешь просто, как сказать, убийцей каким-то нереальным. Аларга уже Хабибтегилер неинтересно болуп барат окшойт эле, Ну, им борцы для индустрии, вот для этого бизнеса, они интересны. Алар уже, кстати, да, они сейчас больше уже от борьбы отказываются и уходят в им нужно зрелище. Люди всегда хотят зрелища, кровь, как сказать, как гладиатора, и им нужно досрочные победы, нокауты, чтобы как-то продавать свои pay-per-view, свои просмотры, актив поднимать. И это бизнес. Бул жагынан карап ойлоп көрсө сиз интересный экенсиз. Ну, по статистике, по моим боям должен быть интересно, но это не предугадаешь. Ну, не поговоришь, пока здесь еще контракт не закончился. Да. Өзү негизи эле бул это вмешательство в личные дела, бирок өзү контракттарда примерно канча сунуштайт? UFC'деби? UFC эмес, өзү сиз юан эң көп по-любому UFC төлөйт турабы, как я понимаю. Да. UFC'де эң көп төлөйт. Контракты зависят индивидуально. Вот егошне где он дрался, какой рекорд у него. Кытайга көбүрөөк төлөшү мүмкүнбү сизге караганда? Кытайгабы? Не знаю даже. Или, допустим, вот Кытай медикасы, допустим, 1 миллион подписчик, сизде 100 000. А көбүрөөк төлөйбү, чем вам? Да, соответственно, от его медийности. Хоть сиз аны бир разраз түшсөз. Конечно. Они смотрят на твои просмотры, твой рекорд, допустим, смотрят, с кем ты, какой ты лиги дрался. И от этого отталкиваясь, они будут тебе предлагать контракт ихний. Ошо жарыш канчалык көп акча тапсыз болот, да? Бирок көбүнчө эмеден бонустардан көбүрөөк берет. За красивый бой. Это тоже, чтобы мотивировать. Да. Это вот сейчас, но выжится, иншаллах. Только начинается контракт второй. Вот сейчас у меня первый закончился. Это мой самый большой контракт. И когда уже следующий подкаст будет, бұйырса, что контракты алып келип жаңылыктар боласыздар, ошондо. Не болуп кандай болуп не болуп. Просто сейчас наперед не могу говорить, сколько получают. Других бойцов, как я слышал, там, вот, допустим, с России Шара Булет деген боецтер бар. Он 18-0 болуп кирген UFC'ге. У него эксклюзивный контракт. Элик плюс болуп кирген. Или это... $50 000 плюс $50 000 в UFC'де. А обычный контрактор... Или за что? Или плюс Элю это... Это за выход, получается. Просто выйти на ринг. Бир мушташка чыкса Элю. Выиграет или проиграет, без разницы, получается. Ой, если проиграет, он гарантированно 50 000 получает. Выиграет... Сотку, да, получает. Мушташа машит? Да, не, это... Там и расходы, там проценты, налоги, там, если так посчитать, там особо немного остается. Там, получается, налоги, проценты менеджера, тренеру, твоя подготовка, то посчитать там немного денег у тебя остается. Америкада канча вот как раз таки про расходы, анткени көбүнчөлөр мындай акчаны көп табат, там булар жөнүндө мушташ коюп жакшы жашоосу дейт да. Негизи сиз Америкага барып туруп сборго катышып келдиз. Сбордон канча акча кетет экен? Если общий посчитать расход где-то 15, наверное. Бул канча ушу бир жумада эле ушу? 2 месяца там. 2 айда $5000 это вот расход тренировка. Сиз еще экономичный болуптуз, да? Нет, это видишь, у меня то, что жатакана бекер, то, что залым бекер, то, что... А если считать их, вот столько выходит я.
приблизительно. А эгер бекер болбогондо где-то 40-ка кетмек экен да? Не настолько много там, не настолько. Там, может, 20 тысяч максимум, вот так. Чисто уже тренировкага кетип калат. Ошондо бул эми по-любому где-то миллион сомдой бир айда кетирип атасың да. А Бишкекте Ошто анча кетпейт. Интересно, Ошто канча кетет? Ошто эч канча деле кетпейт там. Вообще эле акча жок, кетпей болуш керек. 20-30 тысяч там на витаминизацию, там, допустим, анализы сдать, допустим, медицина жактан, индивидуальный тренировкаларга төлөшү мүмкүн. Там Зарплата катары. 50 тысяч, может, 40 тысяч уйдет в тебя. Өзү негизи борлорду Кыргызстанда өтүү мындай выгодныйракпы? Ну, конечно. Экономика жагынан Конечно, зачем куда-то в другую страну? Ну, сейчас так и буду, наверное, стану себя следующему бою готовиться буду, наверное, в Кыргызстане. Многие бойцы наши уже не летают ни в Дагестан, никуда, вот остаются здесь и здесь готовятся уже. Кстати, здесь есть, главное, партнер, с кем можно поработать. И Оралбай бекелермен чогуу эме кыласыз? Да, с ним тоже вместе мы готовились. Именно к Азербайджану тоже вместе готовились. Главный спарринг-партнер болуп бергем. Бир ай кошо жашап тренировка кылганбыз. Весиңиздер бир болуп калабы? Жок, ал бир категория бийигирээк болчу. Бирок все равно спарринг партнер. Ол малда 70-те урушат да. Мыктыбек. А мен 66-да, получается. Бир категория бийигирээк. Спарринг кылып көрөсүз да? Постоянно мы вместе тренируемся. Кыргызстанда көчүп келгенден бери, Россиядан келгенден бери постоянно биз залда кылабыз. Кимди кылат экен ошондо? По-любому бериш керек да. Конечно, бул Оралбай уулу Мыктыбек. Он и габаритами большой. Он больше физически сильнее, но техничные стороны с техники более у меня, конечно, техника. Ошондо спаррингтер кимдин пользасына көбүрөөк бүтүп атты? Же санабай эле санаан жаксыздарбы? Жок, аны санай албайбыз да. И, как сказать, спарринги, это, видишь, мы же не на полную силу работаем, аяиваясь и, как сказать, стараешься не травмировать. Он готовится к бою. И в боксе, допустим, я лучше, в борьбе он. И здесь нельзя сказать, что кто-то из нас сильнее, там, он сильнее. Но по физике, по габаритам, конечно, он. Раджаб бекелермен? Раджаб то же самое. В борьбе он очень сильный. В стойке я сильный, допустим. И у нас, видишь, это в бою ты не можешь предсказать, потому что все победы от Всевышнего, говорят. Я там сказать, я его побью или там я... Нет, это будет большая ошибка и уже будет высокомерие. Так говорить, то, что я его побью, там я сильнее его. Потому что вся сила Всевышнего, я как говорю. И я так не задумывался, чтобы кто сильнее. У меня мысли не было, что сейчас задаешь. И тот раз тоже задал, когда вопрос. Я, честно, вот сейчас только осознал, что мне до этого вообще дела не было. Я никогда не думал, что кто сильнее, кто там тебя сильнее. Мне... Вот сиз ойлонуп көргөндө атасызбы? Мы всегда думаем об этом. Да, а мне это неинтересно, потому что я занят своей карьерой, своим делом. Я сфокусирован только на своих делах. Мне нету дела до других, кто сильнее, что там, где там. Ты должен саморазвиваться постоянно, ты должен изучать навыки, получать обмен опытом. Вот я езжу, вот постоянно получаю обмен. Здесь думать назад и в Кыргызстане, допустим, кто сильнее меня, думать, это уйти вниз. Мне нужно вверх смотреть, кто сильнее вверх у меня. А кто у нас, кто номер один? Мавсар Евлоев там, Илья Тапурья, Волконовский. Я туда уже стараюсь, стремлюсь с ними тактику набирать, как с ними буду драться. А не здесь то, что у нас в Кыргызстане, там, Оралбай или Раджаб или там Адлет Нурматов. С ним зачем мне думать? Я никогда до этого не задумывался, честно говоря. Вот ты когда начал, задал вопрос, вот тогда только пришло, а зачем мне думать? Зачем тратить энергию на ненужные вещи? Когда ты занят собой, у тебя нету дела до других. Вот, важно. Америкада спарринг кылып көрөсүзбү? Ушу какой-нибудь UFC боец? Мавсар Евлоев мен первый номер рейтинга мировом, можно сказать, лучший в мире, непобежденный боец. Что там, кандай экен? Очень физически сильный, достойный брат и талантливый борец. И я думаю, что у него шансы есть получить, все шансы получить титул. А если вы с ним схлестнетесь? Если теоретически вот так взять, то, конечно, я буду чуть взрывнее, чуть лучше в стойке. И тут 50 на 50 вот так. Мушташ көрүш керек экен да, Тапурья менен
Тапурия — это, конечно, здесь машина. И я думаю, что я бы тоже его, если бы правильно подготовиться, правильно взять тактику, то смог бы его тоже победить. Но это слова лишь. Мне нужно сначала быть там и уже показывать в UFC. Как подерешься 2-3 боя, там и будет ясно твой уровень. А так, сейчас говорить, что я его побью, или там это уже высокомерие, или люди не так поймут. Өзү негизи ар бир мушташтын алдында мындай всё равно переживание болобу? Обязательно. Ну, Обязательно. ойлойсуз го уже, наверное, уже көп мушташып жүрсөң, переживать этип деле калсам болуш керек депчи, бирок мандраж, лёгкий ушул нерсе болобу? Да, вот именно вот наоборот, когда нету мандража, вот это проблема. Неге? У тебя адреналина нет, у тебя кровь не бурлит, у тебя дыхание не открывается, а тебе нужно, чтобы вот это твои чувства, осязание твое прям... Ты прям, знаешь, чувствуешь, короче. Как будто замедленный кадр становится у тебя там, знаешь, ты очень чувствительным, ты быстрым становишься, у тебя прям ты супергероем становишься, когда адреналин у тебя кричит. И важно, чтобы не перегореть и контролировать его. А вот это именно мы уже с каждым бою мы стараемся контролировать его. И лучше. Да, контролировать его. Важно уметь. Но обязательно мандраж должен быть. Мен эме ушул темаларды улантып берейин. Сиз Дагестанда сбор өтүп келгенсиз да. Хабиб, Ислам Махачевтер мененчи, алар менен спарринг өтүп келдиңиз. Ал жакта кандай экен деңгээл? Хабиб менен кылбадык спарринг, Ислам деле кылбады. Когда я там был, у него, получается, травма была, и он не спарринговал. Но с другими ребятами спарринговался. Там уровень очень хороший. Ребята именно характером тоже очень сильные. Не хотят отдавать, не хотят проигрывать. Атмосфера кандай экен? Атмосфера боевая, дисциплинированная. Особенно, когда Хабиб тренирует, Хабиб приходит в зал, там прям аура чувствуется, что очень нужно прям пахать сильно. А когда Хабиба нет, чуть-чуть расслаблено. Так, ребята очень сильные, ребята в Дагестане. Биз видеолор көрүп калабызбы? Мисалы үчүн Хабибтин жана тренировкаларында, сборлорунун видеолору аябай жагат да. Жана книга жөнүндө кечке талаш тартыш боло берет го. Бул китепти эмне окуп атасың, тиги ал жакта мындай менимче эки жакка тең өнүгүү сезилет да. И тренировка кылып, китептерди окуп, мындай элестиз китептерди обсуждать этип атат ал жердечи. Китептерди өзү окуш керек. Всем нам нужно читать книги. Это, получается, мышление человека, который жизнь повидал, что-то добился успеха. Каждый человек же не может книгу написать. Это человек, который прошел путь какой-то, и он свой путь рассказывает и дословно пишет в этой книге. И важно вот его путь, когда читаешь, ты уже мышление какой-то образ создаешь себя. И этим образом твое мышление богатеет. И важно вот постоянно читать книги и идеи людей других принимать к себе, получается. Конечно. Вот это и есть развитие, когда ты... Не каждый человек может написать книгу, допустим, только какой-то образованный, повидавший мир, людей, какой-то успех добившийся, только может написать эту книгу, допустим. Ну, смотря какую-то книгу читаешь, и ты его мышление берешь себе на заметку, получается. Его идеи, его мышление, его как он думал. И вот это ты принимаешь себе, когда ты читаешь, запоминаешь. И вот. Менде мындай уже более техникаларга киришким келип атат да. Мен эксперт эмесмин, бирок насколько я в своем понимании могу, кызыктуу эле берилип атабы или как вы оцениваете? Как более понимающе берилип атабы суроолор? Да, нормально. То, что это людям, которые интересны вопросы постоянно, что такое, где. Суралып, чтобы көбүрөөк түшүндүрүш үчүн. Негизи мындай суроо жаралат да. Негизи карасак, ар бир боецтин өзүнүн мектеби бар да, школасы. Допустим, базовый борец, базовый боксер, каратисы бөлүнүп кете берет. И, как обычно бывает, базовый борец не такой сильный ударник. Да сколько бы ни тренировался, в конце концов, в малых случаях. Значит, в большинстве как получается. И редко, когда все идеально. Допустим, сизде карасак, у вас сначала стойка был муайтай, все-таки потом и борьбу прокачали, и смотришь, что вы уже в борьбе, как будто вы с детства боретесь, да? Вопрос, почему у некоторых не получается, алар мындай кыла албайт да, үйрөнө албайт, а керкилер өздөштүрүп кетет дагы бир 2-3 стилди. Эмне себептен? Себептер то, что в первую очередь это нужно любить это, чем ты занимаешься, любить это дело. Допустим, кто-то
надо это делать, и он делает это. А кто-то любит, ему не надо говорить, он сам будет это делать, свое дело, заниматься любимым делом. Я вот, допустим, с детства любил бороться. Хотя я сам ударник, но любил бороться. И вот у меня, получается, родной братишка из Дастан. Мы с ним постоянно боролись. Мы же не могли биться кулаками друг друга. Мы с ним всегда боролись. Вот как в природе. Два медвежонка, они же постоянно борются. Вот так же и в жизни. Мы с ним постоянно боролись, и мне это нравилось. И в итоге я перешел в ММА, так как я любил бороться сам. Из-за этого я выбрал ММА. То есть буга палеон сүйүү болду экен да? Да, выбор был у меня после кикбоксинга пойти бокс профессиональный или ММА. Мне вот так как нравилась борьба, мне привлекала борьба, и я из-за этого выбрал ММА. Сизде мындай бир эме болду эле мушташтан кийин ой жүгүртүңүз өзгөргөн бир мушташ болду эле. Мисалы үчүн барго переосознание болосуңбу, бир нерсени унуткандан кийин бир мушташтан кийин переосознание болгон бой кайсы? Стараюсь вообще после каждого боя Переосознание кылып, к чему стремлюсь, ниеттер жаңыланып постоянно стараюсь также. Но после вот 4-го боя титульного, вот тогда я понял, что ты идешь, у тебя все получается, ты получаешь бонусы, ты чемпион. И тут вот то, что когда ты не получаешь пояс, и ты понимаешь, все от Всевышнего. Нужно, как сказать... Өзүң күчүң канчалык ишенбей, хоть даже угуп кой. Да. Вот то, что побил чемпиона, то ты, если Всевышний, как сказать, не пожелает, то ты хоть что сделай, ты не получишь этого. Вот это то, что было, то, что... Катуу переосознание болуп тура бир. Да, вот очень то, что мы не делали бы, все от Всевышнего дегенде болду, да. Хотя до этого бонусы, все четко шло. Уверенность бар болчу, да? Да. И тут ты просто выигрываешь чемпиона, но тебе не дают ни пояса, ни гонорара, ни бонуса. И, как сказать, знаешь, чуть-чуть обидно, что ли, становится. Но жизнь такая, то, что принимать надо все. Сиздин стилиңиз бул характерби же бул навыктарбы? У меня, можно сказать, два в одном. И характер, и стиль, и техника. Я стараюсь, если у меня не получается с техники что-то забирать, я стараюсь уже давить характером. То, что у меня есть вот внутри голос, что до конца. Никогда не сдавался. Любой кыргыз эле до конца до конца. Ну, любой кыргыз, но когда он встречает оппозицию какую-то сильную или там моменты происходят, вот тогда вот это и выходит до конца или он, или не до конца. Стержень. Да, внутри должен стержень. И вот ради чего ты дерешься, для кого ты дерешься. И вот это у меня вот внутри этот характер начинается работать. Ошондо да бир кызык суроо. Эгер сиз мушташта какой-нибудь бир суперсиланы колдоно алсаңыз, эмне болмокмун? Мисалы үчүн эмне жетишпейт? Мисалы үчүн бар го, ушуну билсем дегендей, любой бойду утмакмын деген. У меня таких тоже нету. Я считаю, что можно, конечно, борьбу добавить. Это вот вольную борьбу, допустим, еще улучшить. А так, там, видишь, ММА, она разнообразная, она во всех аспектах должен быть. Ты в грэпплинге, ты должен быть сильным. В борьбе, в клинче, в стойке, ногами. Там во всем ты должен быть лучшим. Сиз бирок универсалом быть. Көбүнчө дзюдонун приемдорун колдонгондой сезилет мага. Просто в практике, в жизни. Керек болот. Нет, не то, что говорах, просто нравятся броски вот именно. Дзюдо. Да, подхваты нравятся. Вот именно это же с тайского бокса. Тоже у нас подсечки есть. Окшош болгондуктан. Есть, да, подхваты есть, там чуть в тайском боксе. Окшошта, ошо. А эгер бир эле вид спорта менен алектеңиз, кайсы менен алектеңиз? Муайтайбы же? Если дали бы вот назад, если вернулся бы, я бы, наверное, выбрал бы для себя дзюдо, наверное. Дзюдо. Вот отец Хабиба и вообще все говорят же, это вот достойный вид спорта, кстати. В кимоно ты с честь там. Ты просто борешься, показываешь красоту бросков своих. И все. И сейчас он, мне кажется, самый популярный вид спорта в Олимпиаде вроде как. Да, хатуга участников в Олимпиаде, вот это вот под дзюдо вроде. Эмне оор
травма алуу же мотивацияны жоготуу эмне оорураак? Травма алуу. Мотивация, она приходит, она уходит. Надо быть дисциплинированным. А мотивирован сегодня есть мотивация, завтра ее нету. А стабильность, она всегда вот дисциплина держит. Залог успеха. Өзү искусство деген сөз бар го. Искусство деген это сен мындай жакшы нерсени жаратасың да, таратасың элге. Мисалы үчүн кино тарттың, искусство, скульпторду кылдың, сүрөт тарттың. Бирок мушташканда это вы по сути разрушительсиз да. Да. Разрушать это искусство? Я это, знаешь, вдохновлять хочу своими боями. Когда видят мои бои, восхищались люди, знаешь, красотой вот это, то, что это же просто не просто удары, не просто отошел, ударил, проход зашел, а показать, что здесь работает IQ, здесь работают навыки, здесь 1000 наработок, тренировок твоих часов, и показать свой труд людям, что здесь не просто ударить человека и все, остаться. Мушташта көбүнчө ой жүгүртүү келген ойлор менен жарыша мушташасызбы же рефлекстер эле кетип калабы? Когда как. Но стараюсь, конечно, с холодной головой думать. Боюсь, обязательно нужно думать. Канча пайыз ушул мындай ар бир кадамдын эмеси кадамдарыңыз рефлекстен турат, канча пайызы ой жүгүртүүдөн турат? 80/20, наверное. 80 ой жүгүртүү, 20% рефлекс. Конечно. Это когда мындай случайно бир кылып и всё, реакция. Ты случайно там знаешь, просто на автомате ударил, случайно, и вот так происходит. А так, конечно, когда ты заходишь в борьбу, в грэпплинге борешься, когда ты там сверху или снизу, или ты пропускаешь удар, ты все осознаешь, все думаешь. Ты меняешь тактику, стараешься так. Вот именно кто неопытный боец, они больше работают, как ты говоришь, рефлексмен. Они просто перегорают, и все. Им нужно драться, защитить себя, инстинктивно работают. Все приходит со временем, с опытом. Өзү негизи ушу нокауттарыңыздын кайсынысы инстинкт менен болду эле? Мындай рефлекс менен. Канчасы? У меня, честно говоря, вот 2 боя, я помню, рефлекс менен болчу. А остальные осознанно уже... Прям сезип, комбинацияларын эске алып. Но, видишь, ты не знаешь, когда точно нокаутируешь его. Вот что проблема. Может, тихонько тычок ты можешь человека уронить. Да. А ты можешь сильно выложиться, но он все равно не будет падать. Нокаут — это, главное, незаметный удар должен быть в нокауте. Там много силы не нужно, чтобы нокаутировать. Главное, незаметный. Чтобы человек не увидел или не успел отреагировать на это. Ты, допустим, когда человек сзади, ты ударишь сзади человека, он может упасть. А когда он видит этот удар, он не упадет, потому что он будет готовым быть. Денис, да, он, мне кажется, подстраивается, да? Это вот получается, когда бьют, допустим, у нас в области челюсти, головы, допустим, мозг внутри, у нас же череп получается, он встряхивается, и ему инстинктивно мозг дает, чтобы сохранить себя, самозащититься, он отключает свое тело, и все, ты попадаешь в нокаут. А если ты этот удар, ты видишь, ты уже напряжение держишь, и стараешься уже и не падаешь в нокаут. Сиздин бир боюңузду эстеп кеттим, сиз удар в живот берип атып, ал наклон кылып баштады, наклон кылып и апперкот менен кетти. Потому что он не был готов к тому, что вы ударите его туда, потому что привык сюда получать, и всю силу сюда сконцентрировал. Получается, фейк. Я больше грузил его в корпус, и в итоге показал в корпус, и он не ожидал этот удар, и в моменте я взорвался, получается, апперкотом ударил. Вот именно вот это и есть то, что нужно. Нежданка, неожиданные удары, фейки, это и есть отработки, нужно годами тренировать их, правильно ударить, тайминг правильно подобрать. Это не все сразу происходит. Стратегия деп коет го, менин билишим боюнча ар бир мушкер ушу мушташтын алдында стратегия түзүп турат, э? Сиз түзүп чыгасыздар. Бир мушташта канча стратегия түзөсүз? Честно, я по ходу боя уже адаптируюсь. То есть мындай жок, биринчи раундда мындай кылам, экинчи раундда мындай кылам деп? Нет, такого нету. Я просто... Мы изучаем соперника, а если он борец, больше готовится под егошние, просматриваешь бои, и анализируешь, и где егошняя хорошая сторона, где плохая, и вот от этого уже отталкиваясь, мы тренируемся. Мындай наработкалар жок, мисалы үчүн обычно
Тактичный. биринчи 15 секундта билинет го кандай настроишь ритм, анан кийин в голове же есть всё равно заготовленные тактики. Да, в голове есть это просто, как сказать, я не особо так на них внимание обращаю, я работаю в своей манере, как сказать. Шашки, не шахмат, а шашки играете, да? Да, я там, допустим, как пойдет, просто ты можешь вот так четко вести, но один пропущенный удар, и у тебя план может вообще по-другому поменяться. И, допустим, соперник может тебя тоже по-другому повестись, а там вместо того, что он с тобой будет бороться, он может только ударкой бить. А мушкилердин көбүнчөсү ушундай тоже так же, как вы, типа, Анализируют. смотря на бой делают, или они вот, как я сказал, жана биринчи раундда мындай, экинчи раундда ушундай подготовкалау, көбүнчө кандай болот? Смотря где он тренируется, с какой командой. Я вот, допустим, у нас такого нету. Просто я просматриваю бои соперников, изучаю их, манеру боя, как они идут, там, что больше предпочитают, что бить. И от этого уже наработки спарринг-партнеров ищу похожих на них, и уже с ними работаю. Вот так это работает. Ну, то есть реально очень сильно подготовка. То есть аналитический подготовка не менее важна, чем физическая экен, да, мисалы үчүн. Вы сначала изучаете, и потом находите похожие спарринг-партнера, и примерно на нем пытаетесь спроектировать все движения. И потом тело нарабатывает, ошол нерсе Это вот запоминает. тренера, да, это работа тренера. Вот. Тренер ошол Да, они заключается. Там тренеры, менеджеры, там находите спарринг-партнеров, изучают твоего соперника. Я особо этим не занимаюсь. У меня вот тренер есть, он смотрит, заходит, в Ютубе ищет бои, допустим, и изучает соперника моего. И вот тренер потом уже говорит, там, Акбар, нужно больше проходы в ноги делать, или Акбар, нужно больше колено кидать. Вот такие вещи. Или больше нужно клинчи работать с ним, чтобы изнурить. И вот. А уже по ходу боя уже там клетка покажет, как говорится. Там может удар пропустить, и все у тебя там уже на рефлексах пойти уже. Хабиб эместин видеосу жана Махачев ушуп атканда бутун мындай кой, өйдө кой деп туруп ошол сыяктуу да эле. Да, важно, чтобы тренер секунданта ты мог слушать, умел слушать. Это приходит с опытом все время. И, конечно, правильные тренера, твоя команда должна четко быть. Туура тренер тандоо көп нерсе таасир этет. Конечно. Сиз эмнеге көбүрөөк басым жасайсыз? Я стараюсь бороться, люблю бороться и больше стараюсь бороться. Азыр кайсыл жаңы менен өздөштүрөйүн деп атасыз? Үйрөнүп. Үйрөнө турган деле жок. Сиз жана келип тамашалап атпадыңызбы? Баягы жолуктук го офисте. Американский борьба, да? Просто я сейчас вот был в Америке, там больше грэпплинг, джиу-джитсу у них развиты. Я там вот с ними боролся, получается. У нас больше вольная борьба, и греко-римская сильная. И я стараюсь вот миксировать и вольную, и грэпплинг, и стойку, и все микс стараюсь. На одной не зацикливаться. Бирок чын эле көбүнчө мисалы үчүн ар бир кыргыз күрөштү көргөндө түшүнөт го уже. Бут кандай болуп атат дегендей. Бирок дүйнө жүзүнө мынча түшүнбөйт окшойт, мындай кыз буга маани бербейт. Кучакташып эле жаткандай. Вообще людям неинтересна борьба особо. Кто не понимает, конечно, им нет до нее дела. А кто занимается этим спортом, мы занимаемся, нам интересно это. Кыргыздарды ошо басып белгилеп, э? Конечно. Биз баягы офисте отуруп команда менен чогулуп сүйлөшүп атканбыз да, бейстерге кандай суроолор берсек болот деп, анан бирөө берип атпайбы суроо. Айтат, неге мушкерлер өзү эме арасынан чыкпайт дейт да, интеллигенттердин же мына бир бай бийлөрдүн арасында чыкпайт деле дейт да, өзү кыйын жашоону көргөндөр чыгат дейт да, дайымачы мындай карапайым үй бүлөдөн орчулук көргөн же окуп калган, ушундай бир социальный лифт болуп калат деп, неге деп ушундай суроо берет да. Вопрос это жақсы, то что если кто с богатой семьей, у нас вот пример Сарукян с богатой семьей, Тапурия с богатой семьей, Мухаммад Али тоже говорят с богатой семьей был. Просто у них цельдері башка, да, не деньги, а признание людей, слава. И это единственное, вот, допустим, просто, как сказать, ошону ойлонуп көрүшөр экен, то что почему именно большинство. Я кроме как биться, там не задумывался, кстати, даже насчет этого. Өзү негизи бул логика салганда, мисалы үчүн спорт это же большой социальный лифт, способ подняться, да, анткени сен статус көтөрүлүп кетет, анткени мисалы үчүн у тебя жизнь не получается ничего кроме физических навыков, потому что Всевышний айтып атпайбы, ар кимге өзүнүн жөндөмүн берет депчи. Допустим, кого-то Усейн Болтко катуу чуркаганды бериптир да. Мага көп сүйлөгөн дептир, тил көрүптүр, сизге кол көрүптүр. Анан ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша тандайт да. Анан негизи неге берилет мага? Анткени мен
журналисттердин үй бүлөсүн төрөлдүм да, апам мугалим. Мага көбүнчө тилди берет да, анткени жанында сен чебер сүйлөгөн адамдардын чөйрөсүндө өсөсүң да. А сиз кыйынчылыктын чөйрөсүндө өстүңүз. Машыгып отуп, оор жумушта иштеп, кара жумуш иштеп, вы тренировали что? Дух не сломиться и качать свои мышцы. То есть, видите, Всевышний нас по-любому даярдайт да, ушинтип алып, аягына туруп биздин жашообуз ошо жарашып алат да. То, что мен атам кичине кезде интервьюларда жүрүп, баарын көрүп, я куда пришел по итогу? То, что сиз кыйынчылыктан барып, по итогу куда вы пришли? Всевышний готовит, да? И по-любому дает возможность өзүңүн эмеңе жараша жөнөңгө. Поэтому я считаю, что бир заман келет дейт го, баардык мусулмандар мындай баары садак бергенге адам таппай калат депчи, ошондо деле муктаждыгынын эмеси, муктаждын муктаждыгы жок болуп баштайт деп ойлойм да. Возможно, но над этой темой можно просто, видишь, это характер закаляется, он вот именно в такой жизни, вот именно здесь же важно характер, дух твой должен. И когда ты живешь как обычный парень на улице, и постоянно у тебя драки, и я думаю, от этого то, что в какой ты среде ты находишься, вот от этого зависит. Ошо сиздин средаңыз. То, что наша среда, то, что айылда чоңойгонбуз, анан көчөдө жүргөнбүз, Россиядын обычный улицаларда жүргөнбүз, ошо от общества, окружения твоего зависит. И где ты находишься, где ты будешь. Если, как ты говоришь, вот окружали бы, допустим, меня родители или другие политиками были бы, я, может, в политику пошел бы, а не в спорт. От окружения твое. Я вот считаю, что окружение зависит, кем ты станешь в будущем. И когда мы получаем знания, мы можем менять свое мышление, свое окружение. Кем ты хочешь стать, допустим, я хочу строителем, я с кем буду общаться больше? Больше со строителями. А если я хочу стать там политиком, я буду с политиком общаться. И также жизнь. Ты в какой среде ты вырос, она тебя определила. А твой выбор уже, хочешь ты это или не хочешь, Всевышний дал же нам выбор. И каждый может выбирать. А для этого нужно получать знания. Ты выбрал, ты получил знания, ты можешь выбирать, что это нужно, нет, и не это не жараша. Для чего ты это делаешь? Изначально мы не выбираем, но когда мы уже нам дают мозг, мы уже выбираем. Да, когда ты уже какой-то багаж знаний получил в жизни, опыт какой-то, жизненный опыт получил, от этого ты уже можешь выбирать для себя что-то, что тебе нужно, что не нужно, какие цели ты преследуешь. И я вот считаю, почему многие вот бойцы — это окружение, в какой среде ты вырос. И вот это, допустим, у меня, допустим, вот видишь, окружение, я не вырос, у меня родители ни артистами не были, ни депутатами не были. Я, получается, этот путь выбрал. Почему? Потому что для меня примером были старшие мои братья. Они ходили в спортзал, и я за ними пошел. Вот так я выбрал этот путь. Другие бойцы, может, также там посмотрели фильмы, увидели старших братьев, или на улице там каких-то увидели ребят, и они получают авторитет какой-то, получается. Ошону көрүп тоже Ошону көрүп, и они берут для себя пример какой-то. Допустим, Оралбай, Мыктыбек Оралбай бар, его сейчас видят как пример. Вот видят на него, родители видят его дети, и они... Что он добился? Что он получает? Он получает, допустим, рекламные какие-то спонсоров, там, квартиры получает, признание людей. И этот ребенок хочет таким же стать. Но у него же знаний и багаж нету, а для этого его родители поддерживают на начальном пути. А родители тоже видят, что здесь какие-то есть перспективы в люди выбиться. И они вот дают добро. Также Алжол Махмудов, допустим, Джалама Шаршамбеков есть. Вот, допустим, у меня есть ребенок, я вижу, перспективы есть в этом. Значит, нужно отдавать в этот вид спорта. Он идет заниматься сексом греко-римской борьбы и видит, как вот олимпийским чемпионом станешь, ты независимо ни от кого будешь. Тебя будут люди любить, народ поддерживать, страна поддерживать, политики будут все поддерживать тебя. И я считаю, что вот окружение вот создает тебя с кем-то. Биздин подкастыбыздын башкы темасы болду окшойт, мындай башкы инсайты. Сен чөйрөң, бул эми күн сайын айтып жүрөбүз, бирок баса белгилеп айтканда мында бар го, еще кимден укканга жараша ушул сөз көбүрөөк сиңет депчи, амал кылган адамдын сөзү өтүмдүү болот депчи. Менимче ушул подкастта ушул соңку аякка келип калып атат. Бүгүн жакшы нерсе сүйлөштүк, көп нерселерди, мотивациялар эле жакшы болду.
мындай айтканда бар го, отуруп алып переосмысление болуп жашооңор өздөрүн өлүп ойлонуп көргөнгө сонун мисал болду. Эми сиз мушкер болгондуктан акыркы сөздү сизден сурайм да, мотивация катары. Бизди көрүп аткан, сизди көрүп аткан, сиздей болгусу келгендер үчүн кандай сөз айтасыз, кандай насаат берет элеңиз аларга? Келечеги кенен ачык болуш үчүн. В первую очередь, жаштыгымда да ошибкалар болгон, то что верить в людях, людям верить, мындай үмүт күтүп бирөөдөн. В первую очередь верьте во Всевышнего, не в людей, үмүт кылбагыла адамдардан, потому что каждый человек может ошибиться, обещание не сдержать. Мы иногда сами себя не можем сдержать свои обещания, сами себя врем. Завтра пойдем с понедельника заниматься спортом, но мы не выполняем эти обещания. А как может другому человеку довериться, если сам себя обманываешь? Верьте во Всевышнего, в первую очередь. Ставьте цели, скажу, четкие цели. Когда покупаешь, получается, куда ты хочешь улететь, ты же должен куда приземлиться знать. Также и в жизни. Ты должен знать, куда ты приземлишься. Ставить четкие цели и, конечно, дисциплинированно идти к ним. Несмотря ни на что, только следить за собой, заниматься саморазвитием, не смотреть, у кого какая машина, у кого какая одежда, на это вообще не обращать внимания, фокус, просто держать на себе фокус. Это вот читать книги, общаться с правильными людьми, окружение свое выбирать, постоянно фильтровать свое окружение и знать, чем ты занимаешься. Сонун сөздөр болду. Урматтуу катылуучулар, Вера во Всевышнего, упорный труд, дисциплинированно и окружение свое. 3 менин башымага совет. Урматтуу достор, эгер сиз ушул жерге чейин көрүп, биз менен чогуу туруп, рахат алып, анан жактыруу баспай кетсеңиз, бетиңиздер жок экен. Сөзсүз түрдө азыр ушул жерден жактырууну баскыла. Комментарийге Акбар байке жөнүндө ой пикириңерди калтырып кеткиле. Балким сиздердин дагы насааттарыңыздар бар жаштарга, же сиздер ушундай алып ыраазычылык билдиргиңер келсе, тоже комментарий жазып, өзүңөр ой пикириңерди бөлүшүп кеткиле. Бул абдан маанилүү. Анткени мына мисал үчүн биз магазинге барган нанды алып кетип атканда акчасын төлөбөй алып кетип калбайбыз да, туурабы? Биз эмне кылабыз? Акчасын берип анан кетебиз. Бул деле жактыруу, комментарий акча сыяктуудай да. Биз эле көрүп пайда алып аткандан кийин акыбызды берип койсоз туурараак болот. Ошон үчүн жактыруу басып унутпагыла. Анан биздин мушкерлер ушу UFCге өтүп, Кыргызстан ушу Акбар байке максаты жетсин, бул жакта катталып коюшуңуздар керек. Обязательно, что силердин поддержкаңар, если вы не можете финансово, вы можете вот именно подпиской, комментарием обязательно. Медийный поддержка бул финанска караганда күчтүүрөөк нерсе О, да. И это вот очень важно, ваша поддержка, ушундай подписка. Биз эчтеке кем болбойт. Силерди просто подписаться. Катталып коесуздар. Всё. Акбар байкебизге катталып коюңуз. Акбар байке, сонун сүйлөдүңүз. Экипаж менен жакында буюрса эмеде UFC'де калдар болот. Буюрса UFC'де болуп туруп, анан Акбар байкем кийинки чыгарыштарда дагы UFC'нин байчысы катары сүйлөшөлү. Буюрса игилик каалайм сиздерге. Кийинки чыгарышта көрүшкөнчө.